Месяц назад мы вышли на пилотный проект в Республику Коми. Чтобы выйти на пилотный проект, нужно первое, два необходимых условия. Знать руководителя и знать, что он потенциально предрасположен к тому, чтобы совершенствовать механизмы управления и включить общество. Второй момент, надо иметь на месте актив. Актив был сформирован благодаря работам Айгесова и Союза НКО. В Коми образовался Петков Андрей Михайлович, мощный центр, клуб лидеров НКО. Такого нигде, в принципе, нет, ни в одном регионе. Поэтому мы решили взяться за Коми. Значит, что нас там встретило? Я не ожидал позитива. Какой позитив? С чиновниками блестящие отношения. Сначала был первое совещание, провели 6 ноября, протоколы грамотно соправлены, план работ, пояснительные записки, концепции, дорожные карты, все расписано, кто за что отвечает, все было сделано четко. После этого на следующий день стали тянуться опора России, Российский союз промышленных предпринимателей и целый ряд других структур. Кто стал, не то что возмутился, что без них что-то делается в регионе. Одна политическая партия, вы догадываетесь какая, она возмутилась, а почему без нас? А где мы? А где вы были, спрашивается. И еще одна структура, общественная палата местная. Давайте мы будем руководить, вы к нам вступите в наши структуры. Я посмотрел, кто это берется мной командовать и руководить. Образование никакое, партийные курсы. И самое главное, что я посмотрел в интернете, что он понимает под деятельностью общественной палаты в регионе. Сообщать руководству, какие действия руководства были плохие для общества, и говорить ай-ай, какие были терпимые, ой-ой. То есть обратные связи руководству и пассивная роль общества. При такой пассивной роли 3 руководителя предыдущей Республики Коми находятся под колпаком от счетной палаты. То есть это уже серьезные преступления. Вот. Значит, что еще сказать? Поднять регион и запустить новый проект, о котором мы мечтаем, без мощного спецназа федерального уровня, интеллектуального спецназа, который будет на голову выше, чем в регионе все специалисты по всем направлениям, невозможно. И это я тут вспоминаю, как Россия, неколониальная держава, как она действовала. Я был в Форт-Россе, Америка, Калифорния. Как россияне приехали в Форт-Росс, в отличие от американцев, как они действуют с индейцами. Россияне приехали, всех мастеровых, всех видов, сельскохозяйственное зерно, инструменты, священнослужители приехали и стали работать с индейцами. Через год поля, шикарный уровень жизни, то есть подъем такой невероятный. Вот так Россия входит, и мы должны так входить. Мы должны так входить, чтобы куда мы вошли, там все процветает, все довольны, все поднимается, и это наша миссия. Я приглашаю, так и будет. Я приглашаю всех подключиться к проекту Коми. Вот и Айгесов, и Бабичев, они уже дали согласие участвовать в этом проекте. Уровень очень высокий. В рабочей группе по написанию концепции входит зампрезидента РАН, посол доброй воли ЮНЕСКО, лучшие специалисты по частно-государственному партнерству в стране, лучшие специалисты по социально ориентированному бизнесу, и еще десятки людей. То есть такого не было еще проекта. И я думаю, что мы успешно сделаем, причем сделаем его пилотным на региональном, федеральном и международном уровне. Спасибо за внимание. Спасибо.